нашей семье забрали троих мужчин. В 16 году забрали моего мужа. И в 19 году забрали отца и брата родного. Забрали по статье, идентичной по террористической статье, то есть их обвиняют совершенно несправедливо в терроризме. Как только мы, так скажем, очутились в 2014 году под властью России, будучи в Крыму, то эти репрессии, они как начались с 2014 года и по сей день, и они не прекращаются. То есть, и этому свидетельство буквально 2 дня назад забрали еще 7 наших соотечественников, также по идентичной статье по терроризму, и по сей день это около 70 крымских татар, которые сидят в застенках Российской Федерации по данной статье. То есть это около 200 детей остались без отцов, без кормильцев, жены остались, да, без своих мужей, да, обеспечителей семьи. У меня тоже есть одноклассница, она со мной учится, у нее тоже так же с папашкой. А так, некоторые знают с моего класса это, некоторые нет. Они относятся к этому нормально и, наоборот, меня поддерживают в классе. Но в основном там татары учатся, русские там человек 7. Ну, русские особо об этом вроде как не знают. У меня учительница тоже соблюдающая. Она об этом всем знает и относится нормально. Также, у меня еще есть другие учителя. Некоторые из них тоже об этом знают, они, наоборот, меня поддерживают тоже. Семью Энвера Амерова я лично знаю больше 20 лет. Семья очень порядочная. Воспитали 2 детей, обоим дали высшее образование. Он все время занимался предпринимательской деятельностью, потом он стал заниматься молочной продукцией. Очень хорошие люди. И их арест на нас произвел очень глубокое впечатление. Мы перенесли шок. Эти суды, они шаблонные, да, то есть никакого разбирательства дела мы не видим на судах, на заседаниях, потому что мы считаем, что эти суды политически мотивированы. Такое ощущение, что кто-то дал указ сверху, да, что крымско-татарский народ надо сажать по терроризму, по 205.5 и на долгие года. Все. Да, то есть был ли человек террористом, имел ли он у себя дома оружие, да, хотя бы навыки к тому, чтобы стрелять из оружия, да, то есть никому это не надо, да, то есть за книжки, за исламские книжки, да, кто сажает за исламские книжки по терроризму? Да? На сегодняшний день мы видим, люди убивают, нехорошие, да? Люди убивают семьи, да, бабушек, серийные убийцы, да? Им дают по 9 лет, по 12 лет. Да? То есть жизнь человека забирают. Да? А наши, невиновные ни в чем, да, должны сидеть от 10, от 15 и больше лет.